Смотрите в программе. Поселок Сватай и первый кангаласский наслег в Среднеколымском районе находятся в окружении огня. Мегино-кангаласские полицейские нашли действенный способ бороться с кибермошенниками. А в селе Бердигистях Горного района сегодня открыли новый сквер со спортивным пространством и видом на пруд. В эфире «Вечерние новости», в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Лесные пожары угрожают селу Сватай Среднеколымского района. Огонь подступил к населенному пункту с двух сторон. По данным, на 18 часов по местному времени. До него остается всего около километра. Мобилизованная добровольная пожарная команда уже выехала на место. Сейчас в данное время готовятся вертолеты Ми-8 с госком обеспечения. Отсюда полетит 20 человек. И полетит тоже дополнительное пожарное оборудование. Это мотопомпы, ранцевые огнетушители и вот рационное питание. Ситуация осложняется тем, что пожар не только с одной стороны, но еще и со северной стороны идет. Это уже третьи сутки. Такая же ситуация сложилась в первом кангаласском наслеге. Там пожар окружил поселение с 3 сторон. Больше всего угрозу представляет южное направление. Лес горит всего в 2 километрах от поселка. Накануне туда также направился вертолет Ми-8 с дополнительными силами и оборудованием. С очагом борются 150 человек населения, а также техника. Тракторами обустроили минерализованную полосу. По словам первого зама главы района, ситуация под контролем. Другая опасность – быть обманутыми угрожает жителям Мегино-кангаласского района. Благо, сотрудники полиции применили находчивость и нашли способ, как донести до людей информацию об опасности от действий мошенников. Материал Артура Старостина. Здравствуйте. Вас беспокоит специалист по безопасности Сбербанка России. Меня зовут Сергей. Сотрудники внутренних дел по Мегино-кангаласскому району сняли социальный ролик с целью защитить население от мошенничества. Также регулярно раздают жителям листовки с информацией о том, как не стать жертвой мошенников. Будьте осторожны. Несмотря на множественные случаи похищения денежных средств с банковских карт потребителей мошенниками, с каждым разом пострадавших становится все больше. Все потому схемы мошенников меняются. Если не знаете, надо спросить у людей, почему вот такой номер спросит. У внуков, у сыновей, у друзей, у работников банка. Можете позвонить и узнать, почему мне, например, достают вот этот номер, извиняюсь за выражение. Они все равно дадут вам консультацию, определенные правила. Заманчивые предложения по заработку, СМС-сообщения о том, что вы выиграли миллион, денежная пирамида и другие схемы часто встречаются на просторах интернета. Запомните, если вас требуют внести предоплату, это мошенники. Чаще всего мошенникам попадаются пожилые люди, но обезопасить себя и близких нужно всем. Мне позвонили с неизвестного номера, представившись сотрудником банка. Мужчина говорил о том, что с моего счета списаны денежные средства. Я, испугавшись, продиктовала все номера банковской карты. Стоит запомнить раз и навсегда, что сотрудники служб безопасности банка сами никогда не звонят клиентам. Настоящим сотрудникам банков и так известно все ваши персональные данные. Проще не отвечать на неизвестные номера. Заработай много денег быстрым способом. Получи ценные призы, ответив всего лишь на несколько вопросов. Звучит, конечно, заманчиво, но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не позволяйте вести себя в заблуждение. Артур Старостин, Мегино-кангаласский район. Минувшие сутки отметились ростом заболеваемости коронавирусом. В Якутии выявлены 51 зараженный. Об этом в ходе брифинга регионального оперативного штаба сообщила Ольга Балапкина. Из них 42 случая в Якутске, по 2 в Мирнинском, Алекминском, Булунском районах, по одному заболевшему выявлено в Мегино-кангаласском, Нерюнгринском и Оленёкском районах. Конечно, безусловно, когда в северные районы приходит ковид, у людей возникает определенного рода тревоги. И, соответственно, сегодня в ряде социальных сетей, в том числе на имя главы республики, на мое имя приходит определенного рода
вопросы, связанные с тем, что в Булунском районе не принимается должных мер. Но нужно обратить внимание, что наши арктические районы, они действительно долго жили достаточно в легком режиме санитарно-эпидемиологических правил. Поэтому сегодня для них их соблюдение является обязательным. И, конечно же, будет усилена работа как и по ношению масок, так и по контролю за теми, кто осуществляет услуги общепита. На этой неделе президент России утвердил программу о национальных целях страны. Среди них здоровье и благополучие населения, достойная городская среда, цифровая экономика и многое другое. Обо всем и по порядку готова рассказать Сыргалана Неустроева. 21 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека были определены следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года. Сохранение населения, здоровья и благополучия людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный эффективный труд и успешное предпринимательство, цифровая информация. О том, какие показатели будут характеризовать национальные цели как достигнутые, разберемся подробнее. В рамках национальной цели сохранения населения, здоровья и благополучия людей определены следующие показатели. Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Снижение уровня бедности в 2 раза по сравнению с показателем 2017 года. В рамках национальной цели возможности для самореализации и развития талантов. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования. Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза по сравнению с показателем 2019 года. В рамках национальной цели комфортная и безопасная среда для жизни. Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объемов жилищного строительства не менее чем до 120 квадратных метров в год. Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям на уровне не менее 85%. Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100% и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в 2 раза. Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в 2 раза. В рамках национальной цели достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции. Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек. В рамках национальной цели цифровая трансформация. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%. Рост доли домохозяйств, в котором обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет, до 97%. Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года.
В селе Бердигистяк Горного района Якутии сегодня прошло открытие нового общественного пространства. Сквер ЭЕ построен по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Теперь там можно не просто отдохнуть, но и полюбоваться на водную гладь и даже заняться спортом. Как еще преобразится село, узнал Юрий Осипов. Новый стадион, универсальный стрелковый комплекс и многофункциональный спортивный центр. Именно они станут основными местами проведения 21-х игр Манчары. Строительство объектов уже идет полным ходом. Летом следующего года все они будут готовы принять спортсменов и гостей соревнований. В этих спортивных объектах будут проведены соревнования по национальным видам спорта. В стадионе, значит, это соревнования по легкой атлетике, по хапсагаю, по масс-рестлингу, по универсальном стрелковом комплексе стрельба из лука, стрельба из пневматики. А в национальном спортивном зале у нас игры хамска-хаблык. И гиревой спорт. Но внимание тут уделяется не только спортивным объектам, но и жизни села Бердигистяк в целом. Проводятся работы по асфальтированию внутрипоселковых дорог, уборке территорий и ремонту парка культуры и отдыха. Строятся объекты по линии программы переселения жителей из аварийного жилья, строятся дороги, реконструируются электрические сети. В целом Бердигистяк реально должен быть до следующего года приведен, знаете, уже гораздо лучшее состояние, и уверен, что это станет один из таких лучших сельских наших поселений, один из лучших сел нашей республики. Все предпосылки для этого есть. Самое главное, есть настрой жителей. Видно, что жители сами включаются в эти процессы, сами активно предлагают те или иные предложения, сами участвуют и в субботниках, участвуют в реализации тех или иных общественных инициатив. Все работы на данный момент в процессе. Между тем, уже сегодня в самом центре села Бердигистяк состоялось открытие нового общественного пространства – сквер ЭЕ, что в переводе с якутского означает «мир». Каждый здесь может найти местечко для себя. Для самых маленьких местных жителей здесь есть игровая площадка. Для тех, кто постарше – спортивная. Но время здесь можно провести не только за активным отдыхом. Стоит пройти чуть дальше вдоль сквера. И здесь мы видим посадочные места с живописным видом. Здесь же есть сцена, на которой будут проходить различные культурные мероприятия. По итогам рабочей поездки Айсен Николаев отметил, никаких сомнений в том, что к моменту проведения игр все объекты будут готовы, нет. И село Бердигистяк достойно встретит и проведет грядущие соревнования. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Горный район. На этом пока вся информация. Наш телеканал продолжит следить за развитием событий. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.